Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске пройдет второй республиканский антифашистский форум. Первый подобный прошел в прошлом году в декабре по инициативе главы республики Айсена Николаева накануне Дня Героев Отечества. На форуме 25 участников специальной военной операции из Якутии наградят. Им торжественно выдадут государственные награды и воинские знаки отличия. Сегодня у нас в студии гость форума Роман Греков, заместитель командующего войсками Восточного военного округа, начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Борисович. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, что хочу вначале обсудить? Такую тему. Если мобилизованный участвует в СВО с сентября 2022 года, удостоверение ветерана боевых действий ему было оформлено и выдано только вот в этом году. Может ли он воспользоваться отпусками? Безусловно, может воспользоваться отпусками. И, собственно говоря, независимо от того, мобилизован он или нет. Вот. Как известно, Верховный главнокомандующий определил в свое время для данной категории в обязательном порядке предоставления двухнедельных отпусков. Вот, в ином случае по контракту, как у ветерана боевых действий, есть дополнительные отпуска, еще 15 суток ветеранских. Вот, поэтому, независимо от того, он ветераном боевых действий является с момента начала участия в специальной военной операции. Поэтому все льготы социальные, которые ему положены в соответствии с данным документом, они определяют порядок. Вот если лица, мобилизованные, как я говорю, после 4 октября, допустим, 2022 года, имеют на иждивении 3 детей до 16 лет, они имели право на отсрочку от мобилизации, действует ли эта мера по сей день? Эта мера действует по сей день. Единственное, мы учитываем желание военнослужащего непосредственно, потому что некоторые от этой социальной льготы в добровольном порядке отказываются. То есть можно Никакого принуждения нет, конечно, но если он добровольно пришел, заключил контракт, вот, то с вооруженными силами, в этом случае он продолжает службу, и никаких, собственно говоря, проблем нет. Поэтому не все, кто имеет такое, так сказать, положение в семье, пользуются этим правом по собственному желанию. Давайте тогда поговорим еще про одну отсрочку. Вот если у военнослужащего, который проходит службу по контракту, заканчивается этот срок контракта, может ли он отказаться от подписания? Ну, в соответствии с указом президента Российской Федерации, теми поправками, которые вошли в определяющие нормативные права Министерства обороны, во время ведения боевых действий, независимо от того, заключил он контракт или нет, он продолжает военную службу до момента окончания специальной военной операции. То есть отказаться, насколько я понимаю, невозможно. А вот насчет освобождения от призыва. Имеют ли право освободиться от него граждане, которые являются родными братьями военнослужащих, погибших в связи с исполнением обязанностей? Да, и это правило действует также, да, те, кто имеет родственников погибших, понимая положение дел в семье, и мы идем навстречу, конечно. То есть и по призыву, и по контракту? Нет, вы говорите о призыве... Да, я говорю... Нет. Службы, конституционное право прохождения службы по призыву, оно распространяется в данном случае на молодого человека, и он таким правом воспользоваться не может. Потому как в зоне специальной военной операции призывников нет. А военная служба по призыву, цель и задача ее формировать мобилизационный ресурс страны. Поэтому здесь эти вещи никак не связаны. Роман Борисович, давайте поговорим о том, как проводится розыск тел погибших, как происходит процедура опознания и эвакуации. Ну, как сказать, мне эта система ясна и понятна. Не знаю только, насколько подробно ее надо освещать. Но я попытаюсь, как сказать, доступным языком, да, рассказать о том. Мы, собственно говоря, имеем... Вас интересует без вести пропавший, погибший, или какая из этих категорий конкретно? И то, и то. Ну, у них есть какие-то общие? Нет, у них общего, собственно говоря, не может быть, потому что погибшим считается тот, у кого установлен факт смерти, то есть тело. Давайте тогда для начала про них. Вот как происходит процедура розыска тел? Есть специальные группы, которые занимаются после завершения активной фазы боевых действий в том или ином районе выполнения боевой задачи. И при возникновении возможности и соответствующих условий, которые сложились в данной точке, провести данную работу, выдвигаются туда. Идет эвакуация, группа эвакуирует тела погибших военнослужащих. После этого они направляются в соответствующий центр. Это в Ростове есть специальное подразделение медицинское, которое занимается дальнейшим отправкой тел на родину. Там есть представители всех абсолютно объединений. Идет
Сначала идет идентификация военнослужащими, то есть те, кто его знал. Далее выписываются соответствующие документы, свидетельства о смерти. Вот, и приглашаются родственники, члены семьи, кто может также опознать, после чего этот факт является установившимся, и тело отправляется на родину. Извещение о том, что военнослужащий погиб, оно идет от воинской части, от командира воинской части. Это обязанность возложена на него в военкомат. И задача военкомата — оповестить родственников и, собственно говоря, запустить механизм реализации тех социальных льгот и гарантий, которые положены. Вот. Отправкой тела на родину занимается Министерство обороны, летательными аппаратами военно-транспортной авиации. Военком организует встречу, он готовит место захоронения. Ну и, соответственно, весь тот ритуальный механизм, который исполняется при погребении военнослужащего. А если мы говорим о розыске пропавших без вести, какая там процедура? Я понимаю, что там, возможно, есть какие-то темы мероприятий, которые нельзя озвучивать, но тем не менее. Не, ну почему? Тут просто эти две категории, они различные. Говоря о без вести пропавшем, мы говорим о факте, что мы не можем достать тело. Поэтому военнослужащий, даже если есть свидетели того, что он погиб, но нет тела, он может быть признан погибшим при, соответственно, положительном решении семьи. Только с согласия семьи мы можем запустить механизм признания военнослужащего погибшим. Для этого должно пройти определенное время. Но, говоря откровенно, не все готовы к тому, чтобы в добровольном порядке признать своего близкого человека погибшим, признать погибшим. В данном случае он продолжает числиться без вести пропавшим. Розыск и поиски его продолжаются. Не знаю, может быть, это аналогия с большой войны, которая прошла. Мы же тоже не всех смогли. И это, та сторона боевых действий, которая, к сожалению, была и будет во всех войнах и вооруженных конфликтах. Я в заключение предлагаю поговорить о бойцах из Якутии. Многие наши ребята представлены государственным наградам, высоким, разного уровня. Какая процедура предусмотрена перед тем, как их получить, эти награды? Вы знаете, в боевой обстановке у нас есть два механизма вручения государственных наград. Есть установленным порядком, это когда при совершении героического поступка командование, оценив действие, заполняет соответствующую реляцию и подает документ по команде, он проходит определенные инстанции, в кадровых органах согласовывается, изучается правильность заполнения. Итогом этой работы становится указ президента Российской Федерации. В обязательном порядке документ проходит Главное управление кадров Министерства обороны и попадает в администрацию президента Российской Федерации, где идет накопление определенного количества документов, и Верховный Главнокомандующий их своим указом нас об этом извещают. То есть, если не в день, то с задержкой в 2-3 дня указ президента Российской Федерации приходит в группировку. Мы доводим это до командиров и пытаемся организовать работу так, но опять же, если военнослужащий в зоне доступа, если он обладает, если ему можно это довести, естественно, засорять эфир посредством связи для тех, кто выполняет задачи непосредственно боевые, это нецелесообразно. Но когда военнослужащий доступен, ему доводится то, что поздравляем с указом, состоялся указ президента Российской Федерации, вы награждены таким-то орденом. Награда приходит чуть позже. Роман Борисович, что ж, я уверен, что антифашистский форум, который стартует буквально в эти дни, о котором мы в самом начале с вами говорили, пройдет более чем продуктивно и будет большим вкладом в наше общее дело. Конечно, данное мероприятие, как даже своим названием, оно соответствует тем поводам и причинам, которые сегодня есть. Да, Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Да, вам спасибо большое. Хочется поблагодарить. Я первый раз на якутской земле. Мы очень тесно взаимодействуем с руководством Якутии и с теми руководителями опорных пунктов, которые созданы
на территории Луганской и Донецкой республики, где мы выполняем боевые задачи. Это абсолютно тесный контакт, вот, это отношения, ну, практически носящие ежедневный характер. Вот, это как раз работа по погибшим и без вести пропавшим, это забота о раненых. И руководство Якутии здесь пример для всех других регионов. В каждом госпитале, который находится и в медицинских отрядах специального назначения, куда поступают наши бойцы, они получают моментальную поддержку от руководства республики в виде элементарных туалетных принадлежностей, спортивного костюма, сотового телефона. Вот. Это делается, как сказать, по воле сердца, да, мы ни в коем случае не препятствуем значит, такой работе. Мы сотрудничаем в области военно-технического развития. Вот. Все знают ваш «Сокол», все группировки, все нам завидуют, что именно у нас в группировке «Восток» есть такие вездеходы, болотоходы. Вот. Развиваем робототехнику, беспилотную авиацию. Есть школа у вас здесь беспилотная, школа снайпинга. Мы все об этом знаем и в этом непосредственно участвуем. Есть по такому же образу у нас беспилотная школа, которую создали под эгидой руководства Якутии. Есть в ближайшей зоне, примыкающей к зоне специальной военной операции, где ведет сборка дронов. Вот. Поэтому не случайно, когда нас пригласили сюда, представляете, в военную, ну, в той обстановке, в которой мы имеем, где каждое место в летательном аппарате, вот, все-таки руководство посчитало возможным и необходимым именно для Якутии вот такой сделать подарок. 25 ваших лучших вот, бойцов, которых отбирали сами командиры, вот, прибыли сюда для того, чтобы принять участие в антифашистском форуме, понимая всю ему значимость и необходимость данной работы и с молодежью, и для республики это очень важно. Более того, мы предоставили им отпуск. Вы знаете, вот, может быть, вы это вырежете, я не знаю, вот, но мы предоставили отпуск даже тем, вот, ребятам, кто, собственно говоря, это право использовал в этом году. Но из всех правил должны быть исключения. Побывать дома 3-4 дня, принять участие в таким форумах, и не побыть с родными и близкими, семьей. Вот. Мы посчитали это неправильным, поэтому все вот эти военнослужащие, которые будут принимать участие в форуме, мы улетим отсюда в район боевых действий, а они останутся здесь, вот, общаться. Поэтому я вам очень рекомендую вот, с ними также провести встречи, беседы, интервью. Вот, я вас уверяю, они вернутся и будут рассказывать. Мы им это обещали. Вот, когда строили, говорили о том, что скоро едем на родину, но мы не могли им сразу все сказать, понимая, что начнутся телефонные звонки. Но мы видели такой элемент недоверия, что там, да ладно, куда мы там, в какую Якутию полетим. Вот. Ну, все получилось. Обещали, сделали. Да, обещали, сделали. Это очень важно. Вот, поверьте, потому что вот такой опыт, ну, у нас в группировке он первый. Вот. Хорошо, если другие субъекты ему последуют. Поэтому мы всегда везде говорим, и я это говорю абсолютно откровенно, что более плотно, чем занимается Республика Якутия всеми вот этими вопросами, которые нас окружают, вот, нам все помогают. Вот. Я никого не виню ни в коем случае, я не выделяю лучших и худших, но много таких вопросов, которые республика делает в инициативном порядке, даже таких, которые, собственно, в ее компетенцию не входят. Вот что важно, понимаете. Вот. Роман Борисович, это как раз тот самый вклад в общее дело, о котором я говорил. Еще раз Безусловно. спасибо. И в День народного единства это вот самый важный показатель того, что это единство есть. Безусловно, я с вами абсолютно согласен. Еще раз спасибо. Вам спасибо большое. Удачного вам проведения Хорошо. форума. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.